Движение инициативы Ильхама Тохти продолжает свои усилия по выдвижению доцента доктора Ильхама Тохти, который был приговорен к пожизненному заключению без предъявления обвинений на Нобелевскую премию мира 2024 года. За время своего заключения Ильхам Тохти получил не менее 10 международных наград, в том числе премию Европейского парламента имени Сахарова для защитников прав человека и свободы выражения мнений в 2019 году и премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела в области прав человека. Энвер Джан, президент-основатель движения инициативы Ильхама Тохти, подчеркивает, что его следующей целью является Нобелевская премия мира и говорит: «Тот факт, что Ильхам Тохти, пожертвовавший собой ради свободы и прав своего народа, получил эту самую престижную награду в мире, еще раз подчеркнет признание его справедливой уйгурской войны в мировом общественном мнении». Сайт уйгурского движения, описывающий геноцид уйгуров, осуществленный оккупационным Китаем в Восточном Туркестане и лоббирующий это направление, был взломан КПК. Уйгурское движение стало объектом злонамеренной кибератаки. Сайт уйгурского движения campaignforuigurs.org был взломан, а его посетители перенаправлены на сайт китайского правительства. 7 членов китайского преступного синдиката были арестованы в Австралии за отмывание сотен миллионов долларов через одну из крупнейших в стране компаний, занимающихся денежными переводами. В заявлении австралийской полиции говорится, что китайский преступный синдикат Long River отмыл 229 миллионов австралийских долларов, 143 миллиона долларов США в период с 2020 по 2023 год, одной из крупнейших независимых компаний страны по денежным переводам, которая имеет десятки магазинов по всей стране. В Палате представителей Конгресса США готовится законопроект, запрещающий правительству США закупать китайские беспилотники. Как сообщает британская газета Financial Times, специальный представитель Палаты представителей Конгресса США в Комитете по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая и председателем Республиканской партии Майк Галлахер и высокопоставленный член Конгресса демократического крыла Раджа Кришнамурти представили в среду закон о беспилотниках в области политики безопасности США. В законопроекте, подготовленном председателем демократической партии Марком Уорнером и республиканцем Риком Сиккотом из Сенатского комитета по разведке, подчеркивается, что китайские технологии нанесут ущерб национальной безопасности США, и в связи с этим предусматривается запрет на покупку китайских БПЛА. В рамках механизма консультаций между Китаем и США по морским делам вчера в столице Китая Пекине состоялась встреча. Сопредседателями встречи выступили начальник департамента пограничных и морских дел МИД КНР Хун Лян и координатор по Китаю заместитель помощника госсекретаря Госдепартамента США по Восточной Азии Марк Ламберт. В совещании приняли участие представители организаций, связанных с морскими и океанскими делами, и Министерства обороны двух стран. В результате удара по дому в лагере беженцев Аль-Мегази в Газе погиб 21 человек, большинство из которых женщины и дети. Израильская армия нанесла не менее 15 авиаударов в районе индонезийской больницы. В районе Тель-эз-Затер были нанесены удары по резервуарам с водой, в результате чего были затоплены близлежащие дома. Израильская армия объявила, что 345 ее солдат были убиты с начала атак на Газу 7 октября.